Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. В 603 году некогда самое мощное государство в мире, тюркский каганат, распался на две части – западный и восточный. В западный каганат вошли территории современных Казахстана, Центральной Азии, Северного Кавказа, Крыма, Урала и Поволжья. Двумя столицами западного каганата стали город Суяб в Киргизии и город Мангбулак вблизи современного Туркестана. Ядром западного каганата стали 10 древних тюркских племен, поэтому западный каганат иногда называли «страна 10 племен» – Онок-Будун. В 640 году между этими 10 племенами начинается жесточайшая междоусобная война, которая растянулась на 16 лет. В результате этой войны некогда мощный западный каганат фактически распался на небольшие части. И тогда, решив воспользоваться распадом западного каганата, в 657 году на его земли вторгается китайская империя Тан. И тут происходит совершенно неожиданное. Вторжение китайцев, наоборот, снова объединило западных тюрков, которые стали отважно сражаться за свою независимость. Эту борьбу возглавили вожди двух племен – тюргешей и хазаров. Тюргешам удалось выгнать китайцев из Жетысу, в котором они создали свой мощный тюргешский каганат. Почти 100 лет тюргешский каганат контролировал почти все Жетысу и не пускал в казахскую степь китайцев с востока и арабов с юга. Хазары также сумели сформировать свой хазарский каганат и взяли под контроль земли Северного Кавказа, Урала, Крыма, Поволжья, а также территорию западного Казахстана. Все эти события хорошо описаны в истории Казахстана, однако возникает небольшой вопрос. Западный каганат охватывал всю территорию Казахстана. И если хазары правили на западе, а в Жетысу возник тюргешский каганат, то что же произошло с остальной территорией Казахстана? Кто стал управлять землями Центрального, Восточного, Южного и Северного Казахстана? Информации об этом в истории Казахстана практически нет. И это меня крайне заинтересовало. Поиски в этом направлении привели к совершенно неожиданному результату. Оказалось, что вместе с хазарами и тюргешами борьбу против китайского вторжения возглавляли древние племена кангюев. И именно кангюи взяли под свой контроль всю территорию Казахстана, кроме Жетысу и Мангыстау. Здесь примерно к 659 году было образовано мощное и огромное государство Кангюйский каганат. Ставка кангюйских правителей, откуда они управляли всей этой громадной империей, находилась в горах Улутау. Особо нужно отметить, что основатели кангюйского каганата были те же самые кангюи, которые еще в III веке до нашей эры создали свое государство на берегах Сырдари. Кангюи же в свою очередь являются потомками сакских племен, которые жили за Согдом. Это прекрасно доказал в своих исследованиях такой прославленный ученый, как Литвинский. Итак, после изгнания китайцев на большей части Казахстана появляется кангюйское государство. И на этой территории кангюйский каганат создал не менее богатую культуру, чем другие тюркские племена. В истории Казахстана многие знают термин «жетасарская археологическая культура», но мало кто знает, что эта культура является наглядным показателем уровня развития кангюйского государства. Основными признаками кангюйской или жетасарской культуры являются: первое – это наличие крупных городов, которые строились на берегах рек и были хорошо укреплены. На сегодняшний момент обнаружены такие крупные кангюйские крепости, как Алтын-Асар, Құрайлы-Асар, Қара-Асар, Базар-Асар, Томпақ-Асар, Жалпақ-Асар, Бедайық-Асар, Большой и Малый Қос-Асар. Второй признак – население кангюйского государства в одинаковой степени занималось земледелием, скотоводством и рыболовством. И третье –
Городища Кангюев были окружены могильниками, в которых совершались захоронения в кирпичных склепах, ямах с нишами, ямах с подбоями. Также встречаются катакомбы. В могильниках Кангюев найдено огромное количество предметов и драгоценных вещей, которые свидетельствуют о высочайшем уровне развития ремесла и показывают, что кангюйские мастера старались сохранять сакские традиции ремесла. Однако история кангюйского каганата не продолжилась надолго. Главной причиной его распада стало стремление вождей остальных тюркских племен построить свое государство. Первыми восстали против кангюев огузы, которые к началу VIII века вышли из состава каганата. Вскоре, к примеру огузов, последовали карлуки, кимаки и кыпчаки. Вероятнее всего, кангюйским правителям удалось бы сохранить свое государство и постепенно подавить все эти восстания. Но тут в дело вмешался внешний враг. Подступившие к южным владениям кангюев арабы нападают и захватывают такие крупные кангюйские города, как Ташкент, Саганах, Жент, Ясы. От этих ударов кангюйский каганат уже не оправился и к 750 году пришел в упадок, а вскоре распался. На месте кангюйского каганата появились уже государства, основанные другими тюркскими племенами. Вот так, просуществовав всего около 100 лет, исчезло огромное государство, которое было основано древним казахским родом Канлы и которое охватывало почти 80% современной территории Казахстана. И это тоже наша история, которую мы должны знать, а такими страницами, как история кангюйского каганата, мы должны только гордиться.